А сейчас для показа нашей выставки прошу всех пройти в наш следующий зал. И слово предоставляю тоже доктору Басаму. Он тоже сам лично ознакомится со всеми картинами. Я начну, наверное, с этой картины. Это имеет история. Ясир Арафат — это великий вождь палестинского народа и великий друг Советского Союза и Россия, который всегда называл Россия преданный друг для палестинского народа. Ясир Арафат воспитанником был моего отца, и видел его правой рукой в 40-х, 50-х годах. И даже в Каире, когда мой отец создал Союз палестинских студентов и привел туда Арафат, и он только с 4-го раза выиграл выборы и стал председателем. Они жили даже в одной квартире 5 лет. Место называлось Руак Шавами в Египте, где мы учились. Вот Ясир Арафат меня отправил учиться в Советском Союзе в 1983 году. Это работа замечательного художника на основе фотографии, памятная, из города Набережных Челнов. Зовут ее Алсу. Она не так давно к нам присоединилась, но она талантливая, очень красиво пишет. А вот это работа народного художника Иордания, великий художник Имад Абу-Штейн, знаменитый на весь мир. Его очень сильно затронула ситуация в Палестине, в Газа, где более 400 дней палестинский народ запрещено им еду, воду, лекарства, где идет полное, к сожалению, истребление, где уже погибло более и ранили более 250 тысяч палестинских мирных жителей, более 70% из них детей и женщин. Дальше мы продолжаем. Сюда в зал заходим. Я буду вам рассказывать о каждой картине, дорогие друзья, чтобы вы представляли и о каждом художнике, который написал. Вот эта картина, фактически, эта картина, она символизирует желание палестинцев выжить. Эта девушка, ее зовут Милад, значит рождение. Ее отец мечтал о дочери. И так случилось, что Израиль его захватил, посадил в тюрьме, дали ему около 500 лет заключения. И не пускают туда никого, ни жена, никого туда нельзя вообще попасть. И врачи смогли взять сперму от него, в ближайшей больнице его жена дала, и сделать ей пересадку, и она родила эта девушка. И вы не представляете, настолько это затронуло палестинский народ. Эта картина написал народный художник Сирия, Раид Катанани. Эта девушка потом мечтала увидеть отца, и сегодня около 6 лет. Но для того, чтобы не смогла отца увидеть, Израиль убил ее отца в тюрьме. Так и он не смог обнять свою дочь. Она осталась жива. Есть такой город Акка в Палестине. Этот город Акка Наполеон Бонапарт захватил всю Палестину. Город Акка всего лишь 6 квадратных километров. И полгода не смог захватить город Акка. Это он находится на берегу Средиземного моря. И там храбро сражался Ахмад Баша Джазар. Вот Ахмад Баша Джазар полгода 6-километровый город Наполеон Бонапарт не смог захватить, проиграл и покинул Палестину. Его помогли, значит, забор города Акка и храбрые его бойцы, которые сражались за городом. Поэтому его имя осталось в истории навсегда. Это работа заслуженный художник Чувашской республики Павлов Александр Вячеславович. Вот эта работа у нас из республики Башкортостан. Как автор зовут? Кто-нибудь поможет? Позже. Так, автор этой работы окружного Ирина, что ли? Мои мечты. Вот мои мечты. Что может мечтать человек, который лишен всех прав, включая права на жизнь? Мир,
себя на родину в Палестине, в Иерусалиме. Вот это работа член Союза художников Чувашской Республики из города Новочебоксарск, Нагорнова Наталья Юрьевна, девушка, палестинка с Виноградовой. Она себя написала сама с палестинской национальной одеждой. Палестинская вышивка числится уже не 1000 лет. Эта работа Ламис Абу Халиль из Объединенных Арабских Эмиратов. Она беженка, находится там, палестинка. Она всегда пишет очень красивая женщина, пишет рядом с ними оливки. Оливки — это символ Палестины. Благодаря оливам палестинский народ выдержал все войны на протяжении много тысяч лет. Достаточно в день 2 столовые ложки оливкового масла покушать и 7-8 штук оливок, и ты жив. И ты жив, больше тебе ничего не надо, а хранить не надо ни погребов, ничего. Просто оливки соленые, оливковое масло хранится в сухом месте. Ты покушал и уже жив. Вот эта работа из города Ярославль Бедагог, замечательный художник, член Союза художников Россия, Бичкова Светлана Юрьевна. Кстати, с ее легкой рукой начался наш проект, когда она 13 марта в 2021 году приехала в Чебоксарах на День культуры Палестины, подарила мне картину «Мечеть Аль-Акса под снегом». Я тогда предложил, а может тогда в мае мы откроем выставку Палестина глазами художников Россия. И буквально через 2 месяца, 15 мая, открылась выставка в Доме дружбы народов в Чебоксарах. 200 картин сразу написали русские художники. Это было, конечно, очень приятно, удивительно. А вот эта работа город Лисково. Город Лисково, замечательный художник Кавказова Надежда. Мирный день в Палестине на берегу Средиземного моря. Город Газа. Город Газа — это второй город в истории. Ему 20 тысяч лет. К великому сожалению, город Газа сегодня стер с лица земли, его больше нет. Я родился в городе Газа. А вот это очень интересная картина. Эта девушка, ее зовут Хенд. Хенд в этом году, 29 января, находилась в машине со своей семьей, отец, матери, 4 детей, еще братьев и сестры. Они ехали в Газа, и неожиданно израильский танк начал в них стрелять. Они все погибли, и осталась Хинд жива. Она была ранена. Она смогла дозвониться до скорой помощи. И записали ее разговор, весь мир услышал. Говорит, я ранена, все у меня погибли, я в машине. Сказали, мы просто с вами разговаривать. За вами поехала скорая помощь. И скорая помощь неожиданно пропала связь с ней. 12 дней весь мир ждал любые информации о ней. Через 12 дней израильские оккупанты отошли с этого места и зашли журналисты, увидели, что застрелили ее тоже Израиль. Застрелились врачи и медики в скорой помощи, чтобы ее не спасли. Она погибла, это затронуло душу и сердце. Хабибулин Альберт Фагимович, очень знаменитый художник в республике Башкортостан, он взял и написал эту картину, что она тоже хотела жить. Хотела жить. Здесь очень интересная работа. Из города Белебе, отдел культуры, там есть такая Лилия, она написала эту работу. Свет в конце туннеля все равно будет, и свобода будет. Очень красивая ее работа. Вот это город Булгар, есть такой художник, Киргизин Валерьян Николаевич. У него была мечта участвовать на нашу выставку. Он подготовил 4 картины о Палестине и приехал на первую нашу выставку 15 мая 2021 году в Доме дружбы народов в городе Чебоксары. Участвовал и уехал. Я потом постоянно держал с ним связь, и я потом узнал, что он, оказывается, болел раком. И несколько месяцев выжил и скончался в больнице.
Но теперь его картины семья нам передала, мы распределили на разных выставок, в том числе на Москву, и каждая выставка мы выписываем его семьи диплом участника. В память о нем, чтобы семья видела, что его память всегда будет жить. Если мы не будем хранить память наших великих людей, то тогда нам зачем всего этого заниматься? Это работа из города Санкт-Петербург. Вера написала «Палестинские фрукты». Хороший художник. А вот это очень интересная личность. Этот человек, его учителя были русские. Он был военный летчик, он был руководителем вооруженных сил Организации Объединенных Наций в Египте. И он очень признателен России. Он работал с бывшим президентом, покойным президентом Египта 16 лет, военные летчики. Он, когда когда распад СССР произошел, он открыл представительство для Чувашской республики в Египте и полностью оборудовал за свой счет центр Каира. И поднял там чувашский флаг. И пригласил правительство Чувашской республики. Я поехал тогда с вице-президентом, премьер-министром, 8 министров, и открывали эту представительство в Египте. К сожалению, его не стало, он очень любил Россию, он приезжал часто, его не стало во время ковида вместе с супругой. Его звали Фаиз Ханна. Эта работа из набережных Челнов написала Лисан Галимова, замечательный художник. И как вы видите, она и флаг Египта, флаг Палестины, значит, церковь Рождества Христова, так как он был христианином, и чувашский флаг, и танец, и пирамиды, она удивительная просто композиция выбрала в память о нем. Дальше, значит, здесь у нас, есть еще здесь картины. И так по очереди пройдем, чтобы ничего не упустили. Вот это педагог из города Дмитровоград. Ее зовут Петрова Наталья Юрьевна. Она член нашей команды и представитель нас в Дмитровоград. У нас, кстати, в январе там будет выставка, уже несколько раз были выставки. Вот она написала на арабском «Палестинское страдание». Выразила это через гранат, вот, очень философский. А вот это очень интересный художник из Чувашии, она все работает стеклом. Это все у нее стекло. Она единственный специалист у нас в Чувашии. Палестинская национальная одежда для женщины. А вот это тоже набережные Челны, декан изобразительное искусство, факультет изобразительного искусства, педагогический университет набережные Челны, Амирова Наталья Владимировна. Здесь работа народный художник Сирия, Рай Катнани. Сеп все равно сорвен. Очень символичная работа. Это работа художника из города Газа. Это рынок в город Газа. Я когда еще был юный, маленький, часто ходил с мамой, с сестрой, с дядей на этом рынке. К сожалению, больше этого рынка уже нету и города Газа нет. Вот это подлазовик Виктор Александрович, кинорежиссер, который больше 100 фильмов о наших выставке. Часть он снимал и часть он монтировал. И сейчас снимается фильм в этой минуте, вот здесь, который он тоже смонтирует, и этот фильм будет подарен вашему музею. А вот это работа народного художника, это работа Гульсум Хазиева из города Чистопол. А вот это работа народный художник Палестина Мухаммед Ад-Даглис. Это беженцы, палатка беженцев. Вот представьте себя, вот видите здесь, что за это матрасы. Мы в палатках спали на матрасах. И я помню, мама мне рассказывала, когда она утром стелит, то есть ночью стелит матрас, на нее спим,
И утром встаем, она собирает матрасы. И в один прекрасный день мне было 3 месяца. Забыли меня под огромное количество матрасов, стали меня искать, не нашли. И потом стали, мама кричат, плакать, убирают матрасы, а я уже был мертв. И полностью был синий, вышла со мной на улицу, орать, кричат, молиться Бога. И через искусственное дыхание смогли вернуть меня к жизни, я вот перед вами сегодня здесь стою. Палестинская трагедия, она очень печальная. Вот эта девочка, о которой я вам рассказывал, там в начале, которая так и не увидит никогда в жизни своего отца, который через пересадку в больнице она родилась, ее зовут Милад, с рождения. Это показывает желание палестинцев выжить. Тоже эта работа нравится нами. Оливковое дерево. Палестинский народ и оливки непосредственно связаны. Это символ Палестины. Есть у нас деревья в Палестине, которые 5000 лет уже живут. Есть одна такая дерево, которая по сей день дает урожай по 500 килограммов оливки. Вы представляете себя, какие они вкусные. И какая оливковое масло вкусное в ней. И она показывает преданность дерева для народа. Она на протяжении 5000 лет сколько палестинцев кормила. И сколько она спасала жизни. Это работа Юсеф Камбуб из города Газа. А вот это работа народный художник Палестины Сулейман Мансур. Девушка с апельсинами, сбор апельсинов. В Палестине, как вы знаете, самые вкусные апельсины в мире, особенно город Яфа. Это очень вкусные апельсины. Апельсины, как говорят, это витамин молодости. И очень часто посмотришь на палестинец, который много кушает апельсины, и лимоны, и цитрусы, ну, дашь ему 40 лет, а ему уже 80. То есть, понимаете, это витамин молодости. А вот это заслуженный художник Республики Башкортостан и Татарстан, Вакил Глимович Шейхуддинов. Работа Ширин Абу Акла, журналистка, которая вышла на работу в канал Аль-Джазира. Это очень знаменитая журналистка на весь мир. 11 мая 22 года она вышла на работу, и в лоб ее взяли и застрелили без причин. Израиль застрелил, и все, и никакое наказание, ничего, хотя она носит американское гражданство. Он таким образом выразил страдания журналистов. Вот дед и бабушки палестинки обнимают дерево оливковое, благодарят ее за то, что она кормилась. Извините, пожалуйста, мы вместо телевидения, можно я вас интервью возьму? Потому что Конечно. еще другая съемка есть, Конечно. поэтому можно. Потом вы продолжите, ладно? Хорошо, Сейчас. хорошо. Ага. Представьте, пожалуйста, откуда вы приехали, с какой целью, про себя расскажите, пожалуйста. Вот микрофон только держите вот так, ладно? Потому что он так берет, вот так держит. Не выше, ладно? Все. Да, я вас слушаю. Как вас зовут, должность? Бассам Фатхи Аль-Балави, председатель регионального отделения Императорское православное палестинское общество Чувашской республики и президент общества дружбы и сотрудничества между народами Чуваши и Россия. И Палестина, имею в виду, Палестина, Россия, естественно. Сегодня мы открываем юбилейную 125-ю выставку в вашем замечательном районе, который я посещаю первый раз в жизни. И настолько приятно, настолько на душе хорошо. Такой замечательный музей, такие хорошие руководители района, директор музея, такие удивительные люди. У меня настолько тепло на душе. И в чем еще важность этой выставки, что здесь уникальные картины мировых художников. Это даже многих городов еще не было эта выставка. Поэтому это просто сокровище для вашего района, что днем пришла такая выставка. Сама Палестина перед Новым годом, перед Рождеством приехала к вам сюда. И все ваши горожане, все ваши жители могут навестить, посмотреть и узнать поближе, потрогать, узнать, увидеть Палестину поближе. Наша цель – это посыл к миру, дружба. У нас этот год был объявлен годом культуры Палестины в России, а следующий год мы объявили годом укрепления многовековой дружбы
и культуре народов Россия и Палестина. Это в честь 80-летия Победы. Через искусство, через изобразительное искусство можно объединить всех людей Земли. Вот если даже здесь в мире, вы знаете, есть 5000 языков. Любой человек может прийти, посмотреть картину и понять, не надо переводчика даже ему. Понимаете? Значит, культура, изобразительное искусство объединяет людей. И надо воспитывать поколение на любви к родине, к патриотизму, чтобы жители России все-таки взяли пример с их великих отцов, великих дедов. Ведь я сегодня рассказывал, что 1/8 часть земного шара суши находится на территории России. То есть жители России асфальтируют 1/8 часть земного шара. Это меньше 2% жителей Земли асфальтируют. Это великие люди. Это, понимаете, люди узнают через изобразительное искусство ценность жизни. Она сближает людей, она заставляет их любить жизнь. А что нам нужно в этой жизни? Надо оставить для наших детей, наших будущих поколений свет, по которому должны идти. Свет – это дружба, это любви, это милосердие. Если мы не будем защищать их право жить, развиваться, тогда вообще зачем мы существуем? Мы не имеем права покидать жизни, не оставив добрый свет и след, по которому пойдут новые поколения. Иначе мы просто присутствовали как сорняки и не имели права вообще жить. Поэтому всегда говорю, если у человека чувствует боль, то он живой. А если он чувствует чужая боль, то он человек. Настоящий человек. Понимаете? Без этого не должно быть. Вот я вспоминаю, дальше расскажу о Нельсон Манделе, когда сидел 27 лет в тюрьме. За что? Нельсон Мандела из Южной Африки, чтобы иметь право, чтобы черный ходил в те же школы, где белый, в том же кафе, в котором ходит белый, в том же туалете, в том же больнице, чтобы имел право в той же улице ходить. За это 27 лет тюрьмы. А когда он вышел из тюрьмы, сказал, пока Палестина не свободная, мы, народы Южной Африки, никогда не будем чувствовать, что мы свободны. Еще сказал, если рядом с вами стоит человек, унижают его достоинство, и ты не чувствуешь себя униженным, значит, ты потерял часть своего человечности. Вот как мы должны иметь. И как еще Че Гевара сказал, я никогда не смогу спокойно спать ночью, пока хоть один ребенок в мире не найдет стакан молока, чтобы выпить. Смотрите, на каких примерах надо воспитывать наши будущие поколения, дети. Только на любви, на милосердии, на солидарности, на дружбу, на единство, на согласие. А больше что еще надо? Что еще надо? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Так. Дальше. Вот ключ. Ключ символизирует ключ от дома. Любой человек, вот куда вы пойдете, вот сегодня, вот вы находитесь здесь, после выставки, куда? Домой. Палестинцам сказали, в 1948 году заберите ключи с собой, через 5-6 дней вернетесь, войны действия закончатся. И моя мама, бабушка забирали ключи. Уже 77 год им не разрешают возвращаться домой. Вы понимаете, как только потребует вернуться домой, их называют террористами. А как? Значит, вы если домой сейчас пойдете, значит, терроризм, что ли? Человек имеет право жить, имеет... Где жить, если не дома? На улице, что ли? В изгнании. Это право каждого человека на свете жить у себя дома на родине. Вот. Музыка Родины. Это работа народных художников Иордана Имад Абу Штайя. Вот Имад Абу еще другая работа Раид Катнани. Раид Катнани, народный художник Сирии, он палестинец, родился в лагерях беженцев в Сирии. Жил беженец, сейчас он беженец в Иордании. Никогда в жизни свою родину не видел, и всю жизнь пишет родину. Он написал свою дочку и ключ. Палестинец что может оставить в наследство своим детям? Знаете что? Ключ от дома. Потому что дом отнят. Ключ. И документы, когда-нибудь, может быть, ты сможешь получить дом назад. И это работа из Газа Нариман Раджалла. Тоже о жизни Палестины.
А вот я задам вопрос, вот девушка здесь стоит. Вот мне нравится эта девочка, как она стоит красиво. Какая первая родина у человека? Для всех я спрошу. Первая родина у человека какая? Кто знает? Первая родина. Где ты родилась? Матери, наверное. А? Утробу матери или Сюда глядите, пожалуйста. Утробу матери. Мать, которая несет ребенка 9 месяцев. Мать, который 9 месяцев ждет. Мать, которая мечтает только о нем. Мать, которая ночами не спит, когда ребенок родится. Мать, которая для него готовит одежду. Мать, которая, когда все спят, а он температура, только она сидит рядом и не спит всю ночь. А когда она рождает, от нее как 3,5, 4 или 5 килограммов мяса отрывает. Это страшная боль испытывает. И как только услышит его крик, она уже счастлива. Она забывает все боли. И понимаете, она первая родная, она проводит его на второй родине, где уже будет дальше жить. Она ему помогает, кормит своим молоком, теплом. Она потом продолжает отправить его в садик, потом в школу, потом в институте, в университете, потом женит. И хочет нянчить с его детьми. И приходит любой фашист, оккупант его застрелит и убьет его. Вы представляете, какая боль у матери? Мать несет все страдания и боли в нашем мире. Поэтому я вам покажу значок, чтобы правильно ответили. И за ваши прекрасные стихотворения. Спасибо большое. Это работа народного художника Палестины Сулеймана Мансура из Иерусалима. Мать палестинского народа. Все профессии, все жители земли рождают мать. Дальше. Это храм Рождества Христова в Вифлееме. Теперь он находится в оккупации. Захочет оккупант, тебя пустит туда паломником, не захочет не пустит. Это работа тоже Сулейман Мансур. Никогда флаг свой не опустим. Это работа Сулейман Мансур, народный художник Палестина из города Иерусалим. Очень красиво, символично. А вот это работа заслуженный художник Марийской республики Ямбердов Иван Михайлович, Палестина, мать всей земли. Потому что он считает, на ее земле родился Иисус Христос, родились все пророки, и она действительно святая земля, на что она мать земли. Очень символично красивая работа. А вот это работа народного художника Иордания. Мы несем Родину с собой, куда бы ни шли. Кстати, обложка книги «Любовь и хлеб», роман, это работа. Вот оливки, которые всегда кормят палестинский народ на протяжении тысячи лет. Вот это великий палестинский поэт Гассан Канафани. Гассан Канафани был другом Советского Союза и России. Его работы переведены ни на русском языке, ни в интернете, кстати, есть. Он любил Россию, приезжал часто в Россию. Вот. Но, к сожалению, Израиль убивал все палестинские старцы, поэтов, писателей. Его убили в 1972 году. А вот это Салах ад-Дин аль-Айюби. Это имеет история, это народный художник Иордания написал эту картину. Вы послушайте старшее поколение, удивитесь. История Салах ад-Дин. История Салах ад-Дин. Крестовый поход над Палестиной, когда пришел, они напали и обидели одной женщины. Знаете, что эта женщина? Больше 1000 лет назад почти. Одной женщины. Это знаете, что сказала эта женщина? Ой Боже, если был Салах ад-Дин аль-Айюби здесь, вы бы не смогли меня обидеть. Салах ад-Дин аль-Айюби жил в Ираке, он курд. Дошло информация до Салах ад-Дин аль-Айюби. И как вы думаете, что есть женщина в Палестине, ее обидели в крестовый поход и закрикнула ваше имя, что если бы были, вы бы не дали ее обидеть. Салах ад-Дин аль-Айюби собирает армию, едет освободить Палестину и Иерусалим ради этой женщины. Вот что значит защита чести, вот значит мужество бойцов в те времена. Вот он так написал Салах ад-Дин аль-Айюби, и вот так он представлял эту женщину. Я думаю, потом
Кто не слышал рассказ об этих картинах, потом в видео, которое я подарю музею, будет этот рассказ. Это очень интересные картины, здесь просто уникальные, их аналогов нет. Вот Нельсон Мандела. Нельсон Мандела и Ясер Арафат. Я вам хочу сказать одно. Когда арестовали Нельсон Манделу, посадили в тюрьму, Ясер Арафат взял опекунство над его сыном. 27 лет его семья ни в чем не нуждалась, они получали пособие Арафата. И когда из тюрьмы вышел Нельсон Мандела, первый, кого просил встретиться с Ясером Арафатом. Просто Арафат считал, что все борцы за свободу — это наши братья, мы должны быть солидарны с ними, мы должны их поддерживать, должны помогать. Это работа заслуженный художник Чувашской республики Павлов Александр Петрович. Сейчас Израиль подавали в международный суд, то есть ЮАР подавали на Израиль международный суд в Женеве за уничтожение, истребление палестинских детей и женщин. И очень преданный поступок со стороны ЮАР. Вот эта работа Раид Катмани, который никогда не видел родину, народный художник Палестина, Сирия, который, он этим хотел сказать, мы, палестинцы, готовы зацепиться за облаками, чтобы вернуться домой. Вот как символично любовь к родине. И вот здесь мечеть Аль-Акса, первая кибла всех мусульманов мира. И видите, оливковое дерево и ворота мечеть Аль-Акса. Тоже работа Раид Катмани. Это работа Вакиль Глемович Шейхуддинов, заслуженный художник Татарстана и Башкортостана. Он живет в Башкортостане. Он очень так здорово написал эту картину, что палестинский народ подумал, что это палестинский художник писал. Когда она принимала участие в Ерехоне, на выставках, в Вифлееме, в Иерусалиме, и в Иордане, в Газе принимала участие. Очень талантливый, замечательный художник. Вот татарские художники, какие прекрасные. Это древний Вифлеем. Написала его Лисан Галимова из набережных Челнов. У вас такие таланты в Татарстане, такие люди хорошие. Прямо сердце иногда просто волнуется. Вот здесь эта работа, значит, Ольга Балашова из Кривочепец, тоже про Палестину. И здесь вот Балашова здесь, а это, наверное, Аврова, его дочка. Да, сзади наверняка написано автор. Да, я потом объясню. Ну, они тоже инициативная группа, которая начала эта выставка наша. Скорее всего, Ольга, да, Балашова, оба Балашова. А вот это как палестинцы дорожат свои деревья. Палестинка обнимает дерево апельсиновое, которое ее кормит. Это работа народный художник Палестины Сулейман Мансур. Это журналистка, она была профессором, декан худграф в университете в Газа. Израиль в начале года разбомбили ее вместе с семьей, ее убили. Это затронуло душу и сердце художника из республики Башкортостан, Вера, вот, Вера Шаригина. Как написано здесь? Нас больше нет. Нас больше нет. Очень такая работа. Ее просто ни за что взять и уничтожить людей. Это где это сказано? Как так можно просто относиться к жизни людей? Вот это очень сильная работа из города Казань, Елена Байняшкина. Путь к добру. Отец увидел, что израильский снайпер стреляет в его сын. Он бросился изо всех сил, чтобы принять пулю в спину. Может спастись, может спастется сын. И он принимал на себя удар. Это успел один фотограф сфотографировать, и стала фотография 2017 года. Получил он приз за эту фотографию
это затронуло душу и сердце Ирины Баймяшкина, знаменитый художник из Татарстана. Ее написала. А вот это из той мази, работа Сафронова, значит, Ольга, наверное. Да. Вот она и как и дизайнер, и художник, очень хорошая, аккуратная. Это первая ее работа в нашей выставке. Так, дальше. У нас есть еще картины, да? Значит, каждый палестинец несет свой крест с собой пожизненно. Эта работа Раид Катнали, народный художник Сирии. Вот это великий палестинский поэт Махмуд Дарвиш. Вы посмотрите в интернет, там очень много его работ на русском языке переведены. Это лауреат Международной Ленинской премии мира. Он учился когда-то 1 год в Москве, и очень любил Россию. Это величайший поэт последние, наверное, 500 тысяч лет. Столько он писал замечательных вот таких стихотворения, книг, оставил поэмы. Очень интересный случай, он был другом моего отца, приехал к нам домой. Мой отец пригласил всех знаменитых людей в Катаре, тогда это было. И много людей, наверное, 100 человек было у нас. Отец приготовил 30 фаршированных куриц. Там туда и орехи, и мясо, и специи, очень вкусные, такие румяные. И в честь него. Говорит, нет, я не буду кушать курицу. Как? Нет, я никогда в жизни их не ем и кушать не буду. Что случилось? Говорит, это самый тупой животный в мире. Как? Почему? У него крылья есть и не летает. Если бы у меня были крылья, я бы летал. Позвольте, я зайду на кухню. Зашел на кухню, открыл холодильник у нас, нашел там виноградные листики, фаршированные дома. Вот это я хочу. А это же 3 дня назад. Ну и что, это же лучше, это же вкуснее. Взял долма, взял палестинский йогурт, который мы домашний делали, и его кушал. Остальные кушали куры. Очень интересный человек. Вот это мой друг. Знаменитые, выдающиеся личности в Марийской республике и в России. Это какая должность только не занимал. И в комсомоле, и в Министерстве образования, культуры, и глава города Ишкарала, и зам главы республики. И честнейший человек. Он мне показал пример, каким должен быть человек, русский душа, какой должен быть преданный. И наш друг, заслуженный художник Чешской Республики, взял и написал его картину. Мы как познакомились с ним, так и дружим. Познакомились 12 сентября 2006 году. Я провожал палестинскую делегацию, сопровождал чрезвычайный полномочный посол Палестины с его делегацией в Республике Мариэль на встрече с главой республики. И с тех пор мы подружились с ним 18 лет назад, и мы остаемся друзья, семьями, друг друга ходим, праздники, постоянно поддерживаем связь. Вот это Сергей Вадимович Степашин, руководитель нашей организации, который когда-то занимал пост второе лицо в России, премьер-министр России. Он сегодня тоже не последний человек в России. Вот он возглавляет Императорское православное палестинское общество. Он почетный гражданин Палестины. Он почетный паспорт гражданин Палестины. Вот. И он выбрал меня для того, чтобы возглавлять, скажем, и создать отделение, чувашское отделение. Вот эти работы Маслова Валентина Ивановна, все связано с мечетом Алакса, с Иерусалимом. Это арт-терапия. Через картины она лечит. Профессор, замечательный человек. Это ученый, прекрасный ученый, руководитель научной секции в Императорское православное палестинское общество. Да, это работа Павлова, я забыл сказать, Александр Степанович, заслуженный художник Чешской Республики. Вот это работа Лисан Галимова,
Вот это он тоже императорское православное палестинское общество, очень много сборников, книг, научных издает. И очень просто замечательный человек, мы его все уважаем, ценим, дипломат, очень много знает и очень большой патриот России. Работа Раиль Катнани, человек, который лишен родины, живет в Иордании, всегда человек должен мечтать. Если человек перестанет мечтать, значит, у него в жизни нет уже, все. И палестинец не расстается с мечтой. Мечта палестинца, что свобода, возвращение домой. Вот это Ваир Рабье, народный художник Палестины из города Рамалла. Мечта ходит вокруг мечети Аль-Акса в Палестине, первая для мусульман. Ширин Абу Акла, икона журналистика в мире. Это работа Надежда Викторова из города Штирала. После как увидели эта журналистка, вот она такая работа делала. Палестинский гранат. Это работа народный художник Палестины из города Иерусалим. Талиб Двек. Красивые работы. Он всю жизнь, когда ему было 13 лет, Израиль решил отобрать стена мечеть Аль-Акса, забор, и назвать ее стена плача. Разрушил все дома вокруг, они жили там. И вместе с 14 братьев и сестры, и мать, и отец оказались на улице. И несмотря на это, они уехали с Иерусалима, и он стал народным художником, и всю жизнь пишет Иерусалим. И для нас организовал там 3 выставки. Последняя была в Иерусалиме в прошлом году, 10 января. Раид под нами работа, мы несем Родина на руках. Это работа Смирнов, Евгений, палестинский рынок. Новые, вот, как говорится, новая тематика, вот, что ли, вот так ее. Это работа девушки 18 лет из города Чебоксары. Она учится в музыкальное училище, любит рисовать. А вот это работа девушка, маленький ребенок, вроде ждет от папы подарки, ждет игрушки, ждет, и неожиданно Израиль застрелил и ампутировали ногу папа. А девушка приходит и говорит: папа, я теперь твоя опора. Это работа Албалави Марина Васильевна, моя супруга. Когда мы ехали в Газа в 1996 году, она видела своими глазами все, что происходит. И она никак не могла этого не запечатлеть. Она кандидат юридических наук, но вторая профессия, теперь она приобрела художника. Вот мечеть Аль-Акса, все в мечеть Аль-Акса святое, любой камень святой. И работа Раид Катнани, народный художник Сирии, который всю жизнь пишет родину, никогда не смог увидеть этого. Если есть вопросы, я с удовольствием готов буду на них отвечать. Огромное спасибо. Я надеюсь, Спасибо большое. да. Прямо Спасибо вам. слезы наворачиваются. Душу трогает. Спасибо, вы самые Вот стойкие. самые трогательные Самые вообще стойкие. Да. картины вашей У жизни. нас в январе дети Одесса придут, потому что сегодня они все на автобус опаздывают, сегодня Ага. пятница. Вопросов нет. Да, поэтому они... Значит, я приеду к вам еще раз. Да, сюда. да, Может, обязательно. Весь день я буду видеть для встречи с Да. детьми.